ко всем относимся одинаково, равно. Я думаю, так и должно быть согласно закону. Для партии должны быть равные условия. Поэтому я, во-первых, хочу приветствовать представителей партии Мекеним Кыргызстан. Это новая партия, несмотря на молодость, у них кампания вроде идет достаточно бурно. И в какой-то мере мы знакомы с их программами, с их представителями по СМИ, по печатным продукциям. Но здесь присутствуют руководители общественных объединений, общественных фондов, которые входят в Ассамблею народа Кыргызстана. Руководители здесь все. Я рад приветствовать. Несколько лет назад бывший президент Алмазбек Атамбаев, он снял позиции, то есть статус Ассамблеи народов. У Ассамблеи был статус консультативно-совещательного органа при президенте, верно? Партия Мекеним Кыргызстан хотела бы поднять этот вопрос заново и придать статус Ассамблеи. И этот вопрос открытый. Хотелось бы выслушать ваше мнение, ваше предложение, как мы можем это реализовать, потому что у нас результаты, предварительные результаты, прогноз неплохой. Мы собираемся взять хорошее количество мандатов для того, чтобы могли существенно влиять на формирование исполнительной власти. Но кроме этого, без экспертной поддержки, без отстаивания позиций всех национальных меньшинств невозможно продвигать, невозможно развивать экономическую модель страны. Из-за этого мы заинтересованы не только формировать кабинет, предлагая ваши кандидатуры нам в команду, но кроме этого вообще статус экспертный, когда есть большая экспертная группа, которая может влиять, и она должна влиять, и не только исполнительная власть, но и законодательная власть, Журку Кеңеш, должна прислушиваться к органам, к таким объединениям, как Ассамблея народов. Мы должны прислушиваться вашего мнения, потому что для нас очень важно не только сохранение мира, но и также сохранение культуры, традиций каждых народов. Очень большой вопрос стоит, например, у нас есть большая госпрограмма по поддержке кыргызского языка, русского языка, но что ведется, например, какие работы ведутся по сохранению языков других национальностей? Например, сколько процентов балкарцев сегодня до сих пор разговаривают на балкарском языке? Насколько важно сохранить языки каждого народа, который проживает у нас в стране. Но кроме этого, есть очень много политических вопросов, на которые нацменьшинства должны влиять, должны отстаивать и должны участвовать активно в процессах принятия решений. Если мы возьмем достаточное количество депутатских мест, то мы будем серьезное внимание уделять именно сохранению многонациональности нашей страны. Скажем, такой показательный пример для Кыргызстана, то, что кыргызы, скажем, они очень миролюбивая нация, еще в те времена, когда в Китае преследовали Дунган, они перешли границу, им выделили земли, они до сегодняшнего дня здесь живут и процветает дунганская община. Да? Но со стороны некоторых несознательных граждан, да, есть такие прецеденты, и я с ним сталкивалась, когда мне говорят: вали в свою Россию. Да? Но я не хочу валить в Россию по одной простой причине. Это моя родина. Мои предки здесь уже несколько поколений живут. Я не считаю, что Россия моя родина, я не считаю, что Украина моя родина. Моя родина — это там, где были мои предки. Мои предки отсюда, здесь могилы моих бабушек, дедушек. И я намерена остаться здесь. И я намерена развивать именно данную страну в контексте ее многонациональности, в контексте дружбы народов и поддержки всех национальностей.